Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş bulduk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gündem programısının hem de götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Maria Maronevich, Bilim Araştırma Merkezi'nin uzmanı Svetlana Yakovlevna Romanova. Zaman hayırlı olsun size Svetlana Yakovlevna. Hayırlı olsun. Çok sağ olun kabul ettiniz bizim teklifimizi. De geldiniz bugün katılırsınız Gagauzya Gündem programısına. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz yine buluşacağız bu stüdyoda kalan bizimle. Pahalı seyrediciler, saygılı Svetlana Yakovlevna, bugünkü programımızda laf gidecek Gagauz yerin gerçekten patriotu için, historia doktoru için, Gagauzların etnografya uzmanı için Maria Maronevich için. Hangisi bugünler 87 yaşını tamamlayacaktı. Maria Maronevich'in adını anılmış değil sadece Gagauzya'da, Moldova devletinde, Türkiye'de ama çoğu sınır aşırı devletlerde de. Bütünden kendi yaşamasını, kendi canını o başladı Gagauzya'nın kurulması için hem ilerlemesi için. Diğerin fikirli, hesaplı, kırnak, boşuna laf etmezdi, gergindi, kimseden hem de bir şeyden korkmazdı, kendi halkı için yanardı. Böyle Maria Vasilyevna Maronevich kaldı benim aklımda. Svetlana Yakovlevna söylesiniz, niye Maria Maronevich sizin aklınızda kaldı? Çünkü biliriz, hani siz Dilber yıl çalıştınız onunla beraber, siz dostunuz, çok onun lafa durardınız. Affediniz, ben söyleyeceğim Rusça, bu yakışır bana öyle söylemek kendi fikirlerini. Buyurun. С Марией Васильевной Маруневич я познакомилась еще в студенческие годы, когда на Кишиневском пединституте имени Крянга читала историю Молдавской ССР на другом факультете, не на нашем. И вот мы бегали к ней на лекции, потому что ребята расхваливали, насколько интересно она рассказывает. И действительно, 1,5 часа лекции, это было как 1 минута пролетела, настолько она интересно рассказывала. Она умела вот эти научные, теоретические факты преподнести настолько просто, легко, с приведением примеров. Ведь практически это период жизни, который она сама прожила, который был у нее вот в душе непосредственно. В 1995 году я уже вторично встречаюсь с Марией Васильевной здесь, в Камрате. Она приглашает меня работать в комиссию по выпускным экзаменам в первой группе историков как специалиста по методике преподавания истории. И было как-то, знаете, вот так вот немножечко тревожно, ведь доктора, профессора в государственной комиссии, а я простой рядовой учитель, без каких-либо регалий и званий. Она говорит, мне порекомендовали вас как сильного методиста. Будьте добры, пожалуйста. И вот с этого периода началось наше с ней сотрудничество в Камрадском госуниверситете. Второй этап это было, когда обязательно вузы заставили сдавать первокурсников, которые не имели бакалавра, год учиться и сдавать бакалавр. И она говорила так: нам главное, чтобы они сдали на положительную оценку. От этого ничего для них не зависит. Ни конкурс, ничего. Они уже поступили. Ваша задача вместе с Николаем Харламовичем, Ольгой помочь ребятам сдать экзамен бакалавра. И на вступительные экзамены приглашала по истории именно для историков и для набирающихся по специальности юридический факультет. Она всегда умела вселить веру в себя. И вот это ее положительное: у вас все получится, все хорошо. Кто, если не вы? Поехали, потихонечку. Когда мы работали над новыми учебными планами, то чаще всего после занятий уже приходили к ней домой. И первое, что она делала, угощала чашкой чая. Что было к чашке чая? Или просто кусочек хлеба, или просто, так как мы говорили, холостой чай. И только после этого садились работать. И она всегда очень внимательно выслушивала ваши аргументы.
чтобы я поняла, что это действительно так. Говорит, я уже давно отошла от школы, вот, пожалуйста, вы как практик школьный, помогите, пожалуйста, непосредственно с этим. Как вы думаете, если наши ребята будут выезжать на археологическую практику, в различные историко-краеведческие музеи, это поможет им? Я говорю, конечно, поможет, потому что это дополнительный материал к исследованиям, которые проводит педагог вместе с детьми. И нужно сказать, что если она вот в чем-то сомневалась, вот говоришь, объясняешь, она в чем-то сомневалась, она говорит, дайте мне немножечко времени, чтобы я подчитала, вникла, и я поняла, что это действительно так. Вот она никогда не боялась сказать, что вот в чем-то она не разбирается или вот что-то для нее не полностью понятно непосредственно. Ну и она к студентам относилась как к своим детям. Ребята выезжали на первую конференцию, и оказалось, что у 2 мальчиков нету белых рубашек. Так она быстренько домой побежала, забрала рубашки своих сыновей, принесла их и отдала ребятам. Кто-то там не своевременно заплатил за общежитие, все, она потащила домой, чтобы вот он переночевал, не остался на улице. Вот это как мама, которая постоянно заботится о своих детях. Ведь и работа в университете, и работа по созданию Гагаузии, и ее научные исследования, это было ее детище. Вот она была мамой для всех. Alev'den doğru söylediniz çünkü Stepan Mikhailovich rahmetli Sayers Gagauzların babası, Maria Vasilievna, önce Gagauzların anası. Svetlana Yakovlevna söylediniz de getirdim aklıma elbette böyle de vardı önce siz anlattınız. Onu açan giderdi eve, oyuktan çay koyardı, laf ederdi seninle de sonra sorardı. Hazırsınız sen şimdi birine laf etmeye? Pek hesaplı insandı o kadar. Hem de getirdim aklıma açan 90. yıllarda geldiydim radyoya çalışma, Gagauz radyosuna. Vardı niyetimde ben de gideyim. Baba dedi de, Palina sen gideceksin, ben gideceğim, öbürü gidecek. Kim bizim dilimizi ilerletecek? Kim bizim halkımızı ilerleteceğiz? Biz lazım kalalım burada da çalışmak kendi halkımız için. Getireyim aklıma ve kendine güydem çünkü yok. Birleşik dalgalarını öncesiz yetişmiyor o bizim aramızda. Bunu lazım açıktan söyleme hem de doğrudan. Maria Vasilievna çok kuvvet koydu ki bizim kendi toprağımız, yerimiz olsun detaylı söyledik. O katıldı o insanların aralarına angları çalıştılar ki bizim yerimizde yüksek okul açılsın. Da şükür Allah'a var üniversitetimiz hangisi 30 yıldan ziyade çalışır. Bu Gagauzların büyük hodolluğu. Söylesiniz, ne soydu o yönderici? Çünkü yüksek okulda o cümle disiplinaların kafedanın başıydı. Мария Васильевна Sayar'da hani Хербер университетте var кафедра общественных гуманитарных дисциплин. Da o çok çalıştı, açılsın bu kafedra. Hem o söylerdi. Nyosu bu üniversitet açı onda yok kendi prorektör. Pardon, Rusça söylersiniz. Университет – это не только образовательный центр, а и исследовательский центр, она говорила. И в университете должен быть проректор по научно-исследовательской работе и внешним связям. Она ездила и в министерство, и встречалась с политиками, с государственными деятелями, с учеными. И она добилась, чтобы в Камрадском госуниверситете была такая должность – проректор по научно-исследовательской работе, международным связям. И первым таким проректором стал Николай Харламович. Они друг друга знали еще со студенческих лет, с работы в отделе по гагаузоведению Академии наук. Кроме этого, на кафедре у нас были и педагогические дисциплины. Она говорит, раз у нас есть педагогические специальности в университете, у нас кафедра педагогики и психологии и методик должна быть отдельно. Она тоже добилась этого.
стоя у истоков гагаузского радио и телевидения, и будучи человеком, который объездил весь мир и прекрасно понимал, что средства массовой информации – это очень важная составляющая часть, она убеждает не только местные органы, но и республиканские органы в том, чтобы в университете открыть специальность журналистики. И она этого добивается, и открывается эта специальность. И нужно сказать, что первый выпуск, многие ребята первого выпуска в наши дни работают в разных средствах массовой информации. То есть недаром она прилагала усилия для того, чтобы была такая специальность. Ну и специальность история тоже была открыта в университете благодаря ей. Она говорила, что нам нужно практически почти с нуля изучать историю гагаузского народа. Без того, что мы будем обосновывать, мы будем изучать дальнейшего нашего развития, движения, никто к нам серьезно относиться не будет. И именно она является, если можно так сказать, родоначальником нашего местного гагаузоведения. Именно благодаря ей в 2001 году открывается Центр научных исследований и методической работы, что позволило уделить огромное внимание изучению языка, литературы, культуры, обычаев, традиций гагаузского народа. Она как бы предвидела и прекрасно понимала, что как только исчезает язык, культура народа, так и исчезает народ с арены. Ну и в введение курса истории гагаузского народа – это тоже немаловажная ее заслуга, Степана Степановича Курогла, Николая Харлампича Туфара, кто защитил свои докторские диссертации по истории гагаузского народа, как и Мария Васильевна Маруневич. Svetlana Yakovlevna, siz bugünkü günler işlersiniz. Maria Vasilyevna'nın seven işinde süreceğiz. Kendimiz bilirsiniz çok yıllar savaştı. Açma Dini Bilim Araştırmak Merkezi'ne söylesiniz, duyuyorsunuz. Mani yetişmiyor. Maria Vasilyevna sizin aranızda yetişmiyor. Onun nasihatları, onun derin fikri. Конечно, вот мы испытываем вот недостаток ее ума, недостаток ее прозорливости. Это есть, но я хочу сказать, что нынешний руководитель научно-исследовательского центра Ирина Анатольевна, вот у нее есть такое вот зерно, и видно, она очень хорошо знакома и с работами, и с биографией Марии Васильевны Маруневич, потому что вот это вот надо, и умение из малого бюджета, малого такого вот материальных условий всего вот создать и продвигать и двигать непосредственно дальше вперед. Естественно, что связи Марии Васильевны в научном мире, они не сразу были доступны, и не все еще доступны нам. Но одно название, что научно-исследовательский центр имени Маруневич, вот это дает толчок и заставляет вот как-то выпрямиться, взять себя в руки и двигаться вперед. И даже, особенно в научном мире, многие, услышав это, прислушиваются и стараются по мере возможности открыть свои двери и чем могут непосредственно помочь. Вот я хочу сказать, что даже нынешние сотрудники научно-исследовательского центра работают на том же зачастую голом энтузиазме, на котором работала Мария Васильевна. Вот это вот ее дух и слово «надо, кто если не я» вот заставляет идти и двигаться непосредственно вперед. Я уже говорила в пятницу об этом в своем интервью. Повторюсь и сейчас, что то, что сделала Мария Васильевна для своего народа,
для своего родного края, оно нами, потомками, не оценено по достоинству. И буду готовить документы в наше правительство для того, чтобы ей посмертно присвоили орден Гагаузии. Она этого заслуживает не меньше, чем те, кто его получил на сегодняшний день. Söyleyeceğim açıktan pek güzel hem de derin bir fikir size gelmiş. Aliz'den öyle de var. Потому что часто получается, что при жизни мы человека, его заслуги мало ценим. А когда он уходит в мир иной, вот тут-то и начинается превознесение. А вот в отношении Марии Васильевны, да, у нас есть бюст на Аллее Славы, да, у нас есть научно-исследовательский центр, да, мы выпустили первую серию классики гагаузоведения двухтомника Марии Васильевне. Мы проводим конференции, мы проводим круглые столы, мы говорим о том, но вот отдать ей дань уважения и признания, я думаю, что вот эта награда должна быть у Марии Васильевны. Çok yılların süresinde Maria Maroneyç, Kişinyov kasabasının Ioan Kryanga adına Pedagojik Üniversitesi'nde etnografyadaki disiplinaları götürdü. 29 yıl bilim uğrunda Maria Vasilyevna Moldova Devleti'nin Bilim Akademiyası'nda çalıştı. Siz de çalıştınız onunla bilim uğrunda. Sizin bakışınıza göre Maria Maroneyç'in araştırma işleri, monografiyaları ne kadar büyük pahalı bize hem de öğrencilere, dinletici studentlere de. Ну, в наши дни все работы Марии Васильевны, пусть по монографии, пусть это более 30 различных брошюр, статей, публикаций ее, они являются для нас хорошим источником изучения и даже своего рода хрестоматии при изучении истории, культуры и традиций гагаузского народа, особенно в гимназическом цикле. Также работы Марии Васильевны, особенно связанные с материальной культурой, и монография ее «Совместная культура. Социалистические преобразования» вместе со Степаном Степановичем Курогло, где она писала материальную часть, а он духовную часть. Я считаю, что в наши дни она является своего рода программой для исследований, для того, чтобы показать, что в конце 20-го, начале 21 века изменилось в нашей жизни. А это изменилось и жилище, и быт, и обычаи, и обряды, и наша одежда. Все оно изменилось, и даже наше мировоззрение, оно изменилось, если сравнить. Вот это показать, и обязательно здесь напрашивается вывод, а то, что мы утратили, насколько это полезно для дальнейшего развития народа. Не ведет ли это к его растворению вот в этой процессе глобализации с другими народами? Вот она куда бы ни выезжала, и даже здесь на месте, стараясь одеться, у нее всегда был элемент народного. Вот это вот тоже, она не только изучала историю, она и творила историю, она и учила, как нужно жить, чтобы не утратить то богатство, которое накоплено народом. Aliz'den öyle de var, kendi istediğini, kendi niyetini aslıya çıkardı, bilim araştırmak merkezini açtı. Ondan sonra çok vakit yaşamadı da geçindi. Ama onun dediği oldu. Bilim Araştırmak Merkezi çalışır bugünkü günlerde. Sanırım çalışacak daha çok yıllar, daha ne kadar Gagavuzlar yaşayacaklar bu toprakta. Maria Maroneyç dil bilgisayarı kandidat hem doktor disertasyalarına hem de karışık bilimlerde resenziya yaptı. Aliz'den isterdi ki onun halkın insanları öğrenmiş olsunlar. O hepsine bu işini yapardı. Siz ne sayırsınız? Doğru mu bu? Elbette, çünkü Maria Vasilyevna bir sıra kimsenin de çevirmedi kendi yanından. Она всегда очень внимательно изучала то, что ей давали на рецензирование, всегда отвечала коллегам на просьбу посоветовать, вот если они заходили в тупик. И
Об этом говорили и Маргарита Калашникова, и Диана Евгеньевна говорила об этом. Об этом постоянно говорит Ольга Радова-Каранастас, Елизавета Квеленкова, потому что приходили с идеей, вот были трудности в ее реализации. Она подсказывала, потому что она прошла хорошую школу советской этнологии, обучаясь в аспирантуре, и контактируя с учеными, этнологами, историками и тюркского мира, и европейского уровня. Кроме этого, она взяла на себя такую миссию, как сопровождать в экспедициях ученых Российского этнографического музея РЭМ. Они провели несколько экспедиций по гагаузским селам, и в настоящее время у них находится более 70 различных артефактов, которые они собрали и описали здесь у нас непосредственно в Гагаузии. Это тоже еще один толчок к проведению современных исследователей по типу «вот было так, а вот сейчас так». Что нужно сделать, чтобы сохранить или вернуть вот то, что было положительным, позитивным? Вот, допустим, сейчас, я считаю, вот она описывала и говорила, что как бы трудно ни жилось, но семья гагаузская собиралась 2 раза. Утром, когда все завтракали, когда получали все задания, и вечером, когда ужинали и когда говорили, у кого что получилось, у кого что не получилось, что нужно сделать. Вот эти вот семейные узы, я думаю, что вот нужно вернуться к этому. Вот они сейчас нужны, потому что вот как только они разрываются, так и что-то вот теряется nравственное. Yerli, bugünkü günler yaşıydı Maria Vasilyevna Maruniç. Bişici, dişiciydi mi bizim regionumuzda söylesiniz? Ne durum olacağı da bugün yerli mi o yaşıydı? Ne sayırsınız? Но она жила по принципу «кто, если не я и здесь молчать не буду». Я думаю, что ей было бы очень тяжело. Может быть, бы что-то изменилось в отношении того, что вот она говорила, нам нельзя разъединяться. Мы должны как одно единое целое. Раскол нам по разным партиям приведет к тому, что мы утратим свою единую силу, которая помогла нам добиться отвода Гагаузии. Я вот думаю, может, если бы она была жива, вот она бы нашла выход создания региональной какой-то общественной организации, партии, которые бы по-прежнему объединяли народы Гагаузии. Çünkü programın çekilmesinde söyledim, şimdi tabirse tekrarlayacağım. Hani o korkmazdı kimseden hem de bir şeyden. Onun yönüne yoktu önce çıkma. O yanardı, o ileri giderdi. O bilmezdi ne onu bekler ama o giderdi karşı. Her zaman onun hatırından sanırım Stepan Mikhailov'un, Mikhail Vasilievich, onların hatırından ki bu Gagavuz toprağımız bizim var bugünkü günler. Исля söyledi Степан Михайлович, подумай, что ты можешь дать Гагаузии и гагаузскому народу, и не жди, чтобы она тебе что-то дала, Гагаузия и гагаузский народ. Вот это стержень их, это и помогало им добиваться желаемого, поставленной цели. Я думаю, если у нас будет такое мировоззрение и такое миропонимание, то многое можно сделать. Pek doğru laflar hem de derin laflar. Bekleme geri bir şey. Sen yap, ne yapabileceksin? Titi böyle laflarla sen başarma bugünkü Gagauzya Güngörü'nün programmasını. Saygılı seyredicilerim, Gagauzya'nın yaşayanları isterim söylemen Gagauzya Güngörü'nün programması yaklaştı sonuna. Hem tabirse getirmesi aklınıza. Anne büyük bizde stüdyoda bulundu. Maria Maruniç adına Bilim Araştırmak Merkezi'nin uzmanı Svetlana Yakovlevna Romanova. Kalın bizimle kalın, GRT kanalında.